Главные события уходящей пятницы, 31 июля, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Премьер-министр страны Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Якутск. В программе посещение креативного кластера «Квартал труда», онкологического диспансера и встреча с главой Якутии. Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей республики, которые пострадали от июльского паводка. Наибольший ущерб стихия нанесла Верхоянскому району. В Ленском микрорайоне Северный начали реконструкцию тепловых сетей. На эти цели по решению депутатов райсовета выделили 46 миллионов рублей. Готовность на все 100. В Якутске завершились тактические учения среди пожарно-спасательных групп города. Расскажем подробности. Сила духа, закаленная на коврах. Якутия празднует 50 лет Монреальского триумфа. Сегодня утром в аэропорту Якутска приземлился самолет председателя правительства России Михаила Мишустина. Нынешняя поездка продолжает практику личного контроля премьера за развитием промышленных и социальных объектов в рамках исполнения поручения президента России. Как прошла рабочая поездка в этот раз, расскажет Надежда Саханская. С начала июля этого года республиканские СМИ разрывались новостями о том, что в Якутию приедет Михаил Мишустин. Впрочем, новости были самого разного характера, от того, с какой целью он сюда приезжает, до того, в каком ресторане будет ужинать в этот раз. Одно скажу точно. Программа у премьера нашей страны самая, что ни на есть, насыщенная. И одна из точек осмотра – это новейший онкологический диспансер. Это уже второй приезд главы Кабмина в наш регион. В прошлый раз во время рабочего визита в Якутию премьер-министр поддержал необходимость выделения дополнительных средств на завершение строительства онкологического центра в республике. Очевидно, достраивать надо. Пожалуйста, подготовьте тогда документацию. Надеюсь, что у вас все подтверждения экспертизы будут до конца года. И тоже по рассмотру попробуем помочь. Обещание сдержано, и теперь на площади в 26 тысяч квадратных метров расположился новый высокотехнологичный онкологический диспансер, который встретил почетного гостя во всей красе. Вместе с председателем правительства в осмотре диспансера участвовали полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Якутии Айсен Николаев. Гости последовательно обошли все 3 этажа комплекса, пообщались с врачами центра, а также ознакомились с работой лабораторий. Сегодня это один из самых современных центров в стране, оснащен всем диагностическим, лечебным оборудованием, в том числе для проведения уже специализированной химиотерапии. Признают внимание Федерального центра в вопросах здравоохранения и те, кто непосредственно проходит лечение в стенах онкоцентра. Это мы как в сказке находимся. Мы все так ждали. И вот то, что вот новое здание, наши больные, мы здесь приходим как к себе домой. И врачи, и весь персонал очень прекрасно нас встречают. И вообще вот мы очень счастливы. Подтверждает это и сам глава Кабмина. Самые добрые, если хотите, восторженные отзывы о качестве медицинского обслуживания, которое здесь есть в Якутии. Еще одна точка на пути рабочего маршрута – квартал труда. При этом премьер-министра поразило количество открытых направлений работы кластера и то, сколько молодых людей вовлечено в отрасль. Мы не хотим останавливаться на территории. Наша будущая территория – это космическая архитектура. Я вас познакомлю с главой Роскосмоса. Спасибо. В ходе встречи с резидентами квартала Мишустин отметил, что к 2030 году долю креативных индустрий в ВВП России нужно довести до 6%. Кроме того, на площадке квартала труда министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков доложил премьер-министру о ходе реализации мастер-планов. В Нерюбле уже создан новый жилой квартал в рамках мастер-плана. Видите, современный, симпатичный и благоустроен парк культуры. Добавлю, что во время недавней рабочей встречи глава Якутии Айсен Николаев пригласил Владимира Путина на открытие образовательного комплекса «Точка будущего» в Жатае. Президент ответил, что постарается приехать. Так что, возможно, высоких гостей в нашей республике будет больше. Надежда Саханская, Саргалана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов, Якутск. Продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей республики, которые пострадали от июльского паводка. Наибольший ущерб стихия нанесла Верхоянскому району. В населенных пунктах до сих пор подтопляет жилые дома и дворовые территории. Как якутяне помогают своим землякам, расскажет Диана Антонова.
Село Сайды стало одним из первых затопленных поселений Верхоянского района. По словам местных жителей, вода с реки Бытантай пришла так неожиданно, что спасаться пришлось в спешке. В результате многие семьи лишились личных вещей, автомобилей и предметов первой необходимости. Пострадали участки, фермерские хозяйства, огороды и скот. Последний раз эта река выходила в 1978 году, и после этого она вот так вот по-крупному не затапливала. И то, что сумели спасти люди, спасли, но сами только могли спастись, да, потому что очень-очень быстро это произошло. Паводок также нанес ущерб селам Цуардах, Долгалах, Баронук и городу Верхоянск. Однако земляки пострадавших не остаются в стороне. В Якутске активно собирают гуманитарную и финансовую помощь, а также адресные посылки. Пункт приема работает в ресурсном центре добровольчества республики по улице Орджоникидзе, 10. Кроме того, волонтеры ставят палатки для сбора на рынках города. На сегодняшний день денежными средствами собрано 1 800 000 рублей где-то, да? На собранные от наследников, от жителей республики деньги в основном мы выкупили это помпы, дренажные насосы, это электрообогреватели, это пушки, которые, да, вот сейчас же получается у нас очень короткое лето, вот июль заканчивается, август, остались считанные дни, сейчас людям надо высушиться, да, как-то подготовиться к зиме, это очень сложно. Ситуацию усложняет расположение подтопленных сел, к которым можно добраться только по воздушным путям. В транспортировке собранного гуманитарного груза помогает правительство республики, специальные службы и сами добровольцы. Наших земляков очень много, которые нам постоянно помогают. И в этом и перевозки, и когда вот сортировки, земляки наши помогают. И помогают наши волонтеры городские. У нас доставка идет таким образом, да, что по линии вертолетов МЧС идет отправка до городского поселения Батагай. Потом оттуда гумпомощь была доставлена. Уже всем нуждающимся раздали. Сейчас еще вот собираем тоже. На сегодняшний день в пострадавшие населенные пункты выполнено уже 2 рейса. На следующей неделе, в понедельник, планируется отправка еще около 3 тонн груза. Тем временем сбор средств продолжается. Диана Антонова, Айлита Махно, Якутск. На сегодняшний день продолжается непрерывная работа по стабилизации ситуации с обеспечением республики нефтепродуктами. В настоящее время в пути для топливных компаний региона находится 7388 тонн автомобильного бензина и 13 617 тонн дизеля. Правительство России уделяет особое внимание обеспечению северного завоза, в том числе на территории нашей республики. По итогам заседания штаба заместителя председателя правительства страны Александра Новака были оперативно утверждены объемы поставок нефтепродуктов до сентября этого года. На республику распределено 105,5 тысяч тонн автомобильных бензинов, 71,9 тысяч тонн дизельного топлива и 5,5 тысяч тонн авиационного керосина. Региональные операторы совместно с нефтяными компаниями приступили к заключению договоров и организации поставок нефтепродуктов в регион. Введенные ранее ограничения по отпуску топлива на сегодняшний день сохраняются, являются вынужденной мерой и носят временный характер для равномерного распределения ресурсов среди жителей. Якутская ТЭЦ будет остановлена для планового ремонта с 3 по 14 августа. На это время горячее водоснабжение потребителей обеспечит Якутская ГРЭС, которая продолжит работать в штатном режиме. Поэтому перерывы в подаче горячей воды жителям и предприятиям города исключены. Остановка станции носит плановый характер и проводится ежегодно в летний период для выполнения ремонтных и сервисных работ основного и вспомогательного оборудования. Специалисты проведут техническое обслуживание котлов и турбин, проверку и наладку узлов и агрегатов, а также другие мероприятия, необходимые для подготовки станции к надежной работе в осенне-зимний период. Тем временем в Ленском микрорайоне Северный начата реконструкция тепловых сетей. На эти цели по решению депутатов райсовета было выделено 46 миллионов рублей. Еще часть расходов взяла на себя ресурсоснабжающая организация. Работы уже начались. Сегодня они ведутся на самых проблемных участках. Это улица Спасателей и улица Бамовская. Бригада строителей произвела замену сетей теплоснабжения и водопровода. Вопрос еще у нас там встает, это по
замене трубопроводов. Это так называемая вода в дома. Это от магистралей до домов, вот эти участки тоже проблемные. Вот. На сегодня есть договоренность с теплоэнергосервисом. Та экономия, которая получилась у них по итогам аукционных процедур, планируют направить на вода в дома других уже домов, которые не входят в их контракты. Обеспечим прочистку всех колодцев, прочистку всей системы водоотведения, канализационной системы, а там порядка 3 километров 100 метров, для того, чтобы понять, где у нас проблемные места. И задача в этом году еще, конечно, нам заменить 4 больших септика основных. Готовность на все 100. В Якутске завершились тактические учения среди пожарно-спасательных групп города. Местом условного происшествия стал строящийся высотный 16-этажный многоквартирный дом в районе Сосенского округа. Подробности далее. По легенде учений, возгорание произошло в условном жилом здании на 8-м этаже в одной из квартир ввиду короткого замыкания. Огонь и дым стремительно распространились на верхние этажи. На вызов незамедлительно выехали спасатели, медики, отряды полиции и пожарные первого пожарно-спасательного отряда. А с прибытием на месте был развернут оперативный штаб, который координировал действия служб. Помимо тушения пожара, одной из главных задач пожарных является спасение пострадавших, которые так или иначе не смогли эвакуироваться с места происшествия. Непосредственно наша задача была боевого участка номер 2 – это спасение и поиск возможных пострадавших с 9 по 16 этаж, а также кровля. Усложняется, конечно, сильной задымленностью на этажах. То есть здесь непосредственно основная задача – это спасение людей с вышестоящих этажей, с этажа горящего непосредственно, а уже второстепенная задача – это тушение пожаров. Но все происходит параллельно спасению. Всего в ходе обыска помещений было спасено 4 человека, 2 из которых были перенесены в безопасное место с помощью носилок. Также был задействован пожарный автоподъемник для эвакуации одного из них с балкона 5-го этажа. Вместе с тем прошла проверка нового приспособления. Так, пожарные, отрезанные огнем в рамках учений, спустились с помощью специального троса «Самоспас». Это самоспас, да, то есть зацепляем за конструкцию несущую, то какое-то крепление, то есть которое у нас это не стул, не диван. В данный момент это ограждение балкона и спокойно делаем самоспасение. То есть любой пожарный может без посторонней помощи один спокойно спуститься. И высота у него 50 метров. Да, то есть могу с крыши спуститься с этого здания. Сами учения проходят ежеквартально в разных условиях, будь то жилой дом, торговый центр или предприятие, с целью отработки действий с личным составом. Учения прошли на оценку хорошо, спасение провели в полном объеме, разведки поэтажно провели, падали, огнетушащие вещества на вышестоящие этажи. Ну и сегодня отработали именно самоспас, это эвакуация самого пострадавшего именно с помощью устройства самоспасателя. Всего на месте были задействованы значительные силы пожарных формирований, порядка 60 специалистов и 11 единиц техники. Подобные учения позволяют пожарно-спасательным подразделениям всегда быть наготове, имея опыт действий в любой обстановке. Тимур Калмогоров, Элита Махно, Якутск. В столице прошла научно-практическая конференция, посвященная столетию фармацевтической службы и аптечной сети региона. На встречу приехали провизоры, врачи и клинические фармакологи из регионов Дальнего Востока. В рамках торжественной части чествовали ветеранов отрасли, вручили награды лучшим провизорам и фармацевтам. Главной темой заседания стало повышение качества лекарственной помощи и ее обеспечение безопасностью. Специалисты обсудили вопросы лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими, ревматологическими заболеваниями, а также с гипертонией. Помимо всего, отдельно рассмотрели использование цифровых технологий для контроля рецептов и лекарственных препаратов. Я представляю когорту врачей-клинических фармакологов, поэтому как никто понимаю значение лекарственной помощи для каждого жителя республики и страны. Сегодня невозможно представить себе ни одно врачебное вмешательство, которое бы не сопровождалось назначением лекарственных препаратов. Лекарства спасают жизни, лекарства продлевают жизни, лекарства повышают качество жизни. И для наших пациентов доступность препаратов
препаратов, в том числе и инновационных, сегодня напрямую ассоциируется с качеством организации медицинской помощи. В Якутии официально подвели итоги второго межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». Так, из более чем 20 участников, прибывших из разных регионов Дальнего Востока, победителями стали 4, 2 из которых представители школ Мирнинского и Амгинского районов. Каждый из них представил собственные образовательные проекты воспитания, обучения и культурного исторического просвещения. Участники и эксперты были награждены почетными грамотами и орденами. Завершением конкурса стало подписание протокола конкурса, означавшего вместе с тем старт подготовки к финалу, который пройдет в Москве в декабре этого года. Этот конкурс «За нравственный подвиг учителя» – это очень существенный вклад в развитие педагогики и нравственного воспитания. Мы, конечно, понимаем, что сегодня нравственное воспитание – это наряду с патриотизмом, с знанием истории, это одна из основ формирования личности. Это тот багаж, с которым он дальше идет по жизни, который формирует его взгляды, устремления, моральные принципы. Поэтому от того, какая будет закладка, какими методиками, какими материалами будет создаваться этот фундамент, зависит, по сути, формирование самой личности. А личность – это наше будущее нашей республики, нашей страны. Завершился первый день форума «Центровуз Истоки». В течение дня участники поделились друг с другом опытом в различных направлениях, обменялись идеями и создали командные проекты. На защите работ с ребятами встретился министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Петр Шамаев. Сегодня в регионе студентов центровузов активно поддерживают, знакомят с возможностями трудоустройства и перспективами профессионального развития в регионе. Ребята учатся в разных вузах, получается. Хотим, чтобы был создан какой-то коллектив, чтобы ребята общались друг с другом, делились опытом каким-то. Ну и отвечаем на те вопросы, которые у них есть. Какие-то, может быть, сомнения и тому подобное. В принципе, здесь, мне кажется, в республике конкуренции гораздо меньше. И, соответственно, ребята могут достичь определенных успехов гораздо быстрее, скажем так. К слову, мероприятие объединяет студентов, выпускников и молодых специалистов для обмена опытом, генерации новых инициатив и укрепления связей между землячествами и родным регионом. Подробнее об этом в сюжете Лилии Бурцевой. В Якутии более 2000 молодых людей получают образование в ведущих вузах страны. Порядка 400 студентов обучаются в Санкт-Петербургском государственном университете. В среднем по 200 в вузах Новосибирска, а также Томска, Казани и других городов. Якутяне осваивают специальности в области электроэнергетики, ядерной физики, нефтегазового дела, экономики и других направлений. Мы уже начинаем подписывать соглашения с центрами карьеры вузов, 64 вузами. Это, то есть, дает возможность нахождения для наших студентов, которые обучаются за пределы Якутии, находить им тут работу, практику, стажировку. То есть это уже будет в рамках соглашения с вузами, чтобы они даже нам могли уже спокойно передавать какие-то данные в рамках соглашения. Программа форума включает в себя образовательный интенсив с мастер-классами по развитию навыков и стратегической сессии «Якутия-2030». Студенты принимают участие в межпоколенческом диалоге на ток-шоу «Встреча поколений Центровуз», где опытные выпускники делятся своим опытом с нынешними обучающимися. Сейчас мы этот форум проводим для того, чтобы нынешние центровузники, студенты, завтрашние выпускники уже привили себе какой-то навык, либо какой-то опыт. Может, они будут в Якутии практику проходить. Для этого мы сегодня позвали работодателей, потенциальных работодателей, потому что в наше время, к сожалению, в этом было упущение. То есть, если по целевому у тебя гарантирована была работа, это не 100% гарантия, мы все равно искали работу сами в основном. Медикам и учителям мы давали работу, по-моему. Остальным было сложно искать. Кроме того, форум предложит карьерный трек, в рамках которого будут презентованы кадровые и наставнические программы региона. Участники смогут также поучаствовать в нетворкинге, спортивном дне и интерактивных зонах. Я думаю, что это очень классное мероприятие насчет нетворкинга и в плане того, чтобы узнать Центральный университет, чтобы поступить на магистратуру. В дальнейшем собираюсь работать в Якутии. И данное мероприятие очень поможет людям, таким как я, и не только, в том, чтобы
развивать в дальнейшем нашу прекрасную республику. В рамках конкурсной программы также будут награждены лучшие землячества, социальные проекты и активные центровузники. Деловая часть форума будет посвящена обсуждению развития сообществ. Лилия Бурцева, Аэлита Махно, Якутск. В Якутии завершился отбор участниц федеральной программы «Мама-предприниматель». 30 женщин из разных районов прошли в финал. Всего на участие в программе в этом году подавали заявки более 90 мам. Проекты финалистов охватывают разные сферы – от детских научных школ и животноводческих ферм до производства косметики. Среди идей также домашняя пастила, скатерти с национальным рисунком и организация питания для школьников. С 10 по 14 августа в столице республики участницы пройдут обучение основам предпринимательства. Программа включает работу с экспертами, посещение предприятий и подготовку к защите своих проектов. Трудовые отряды подростков – важная часть летней занятости молодежи в Нерюнгри. Со следующей недели стартует 3-я смена, которая станет завершающей в этом сезоне. В первой и второй сменах трудились по 18 человек, в 3-ю смену выйдут 20 ребят. Участие в проекте дает школьникам возможность не только заработать первые деньги, но и приобрести ценный трудовой опыт, научиться ответственности и почувствовать себя частью важного общего дела. По окончании всех смен организаторы подведут итоги. Лучшего участника выберут по ряду критериев: соблюдение трудовой дисциплины, проявление социальной активности и степень вовлеченности в деятельность отряда. Узнал о трудовом отряде я от друга. Он в прошлом году работал тут, и меня заинтересовало это. Я подал заявление, нужно было аттестат и медкомиссию сделать. Вот прошел отбор и работаю. Тут мне больше всего нравится работа с детьми, в первую очередь. Мы придумываем для них квесты, проводим их, делаем инвентарь. И все это сплочает, что ли, нас. Зарплата достойная, абсолютно соответствует времени. Я не жалею ни в коем случае то, что трачу время на трудовой отряд подростков. 50 лет назад на Олимпиаде в Монреале якутские борцы сотворили историю. 3 спортсменов из Чурапчи завоевали медали высшего достоинства. Павел Пинигин стал олимпийским чемпионом в категории до 68 килограмм, разгромив соперником со счетом 12-1. Роман Дмитриев, олимпийский чемпион 1972 года, взял серебро, несмотря на спорное судейское решение. Александр Иванов также взял серебро в категории до 52 килограмм, уступив лишь японскому борцу. Эти победы стали возможны благодаря великому тренеру Дмитрию Коркину, чьи методики воспитали будущих чемпионов. Ну а далее к победам сегодняшнего дня лидер сборной Якутии Константин Копрынов будет бороться за бронзу чемпионата России по вольной борьбе, который в эти дни проходит в Москве. Его соперником станет чемпион мира Давид Баев. На стадии 1/16 финала Копрынов победил Ислама Кажарова из Кабардино-Балкарии со счетом 12-2. Затем одолел своего земляка Игоря Матвеева 2-1 и Заурбека Бугулова из Северной Осетии Туше. В полуфинале его соперником стал представитель Дагестана Азнаур Таваев, который ранее на туше победил обладателя золота Ирыгинского турнира и чемпиона мира Давида Баева. В эти минуты схватки ведут представители весовых категорий до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 килограмм. Ночью в 2 часа запланирована финальная часть соревнований. В канадском Калгари прошло открытие континентального первенства по масс-рестлингу. Турнир объединил спортсменов из Канады, США, Бразилии, Индонезии, Ливана и Франции. Поединки выдались зрелищными и напряженными. На кону были места в сборной Северной Америки и путевки на чемпионат мира по масс-рестлингу, который, к слову, в этом году пройдет в Казани. После мирового первенства сильнейших спортсменов ждут в Якутске на торжествах, посвященные 30-летию Федерации масс-рестлинга Республики и открытом командном кубке. Открытый чемпионат в этом году особенный был, потому что как отборочный. Победители приедут 5 декабря в Якутск. Сильны были, конечно, и американцы, и канадцы, и другие страны тоже. Одиночки были хорошие ребята. И даже зрителям и спортсменам очень нравится наш вид спорта. Я надеюсь, что в недалеком будущем, если таким путем идти, мы в правильном пути, что войдет, может, олимпийская программа. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.